все продукты очень хорошо подорожали. Цены бьют по кошельку, жалуются покупатели. Стоимость продуктов первой необходимости повысилась, что особенно сильно отражается на бюджете многодетных семей. Бог семья его чакали до сумка. Семья отвечает, дешевле. 550, 540, 530 лихар. Песок 200 кромов, 850. Это куда годится? Хан сходил факцию, а 5-литровый идет. Да, это буду тогда все. Я не буду брать. Анинские шляхты едят. Масло не сильно подорожало. Мука, говорят, тоже не сильно. А что остальное продукты шли рача. Памперсы шли радиохом, моющие духтача. Действительно, в этом магазине на некоторые товары старые цены несколько раз перечеркнуты маркером. Продавцы признаются, сдерживают стоимость как могут. Уже стали подумывать и о закрытии точки, но держатся до последнего. Цены в основном повысились на привозные товары, говорит администратор. Примерно на сколько процентов и подорожание? Так они говорят по-разному. То на 5% говорят, ну по-разному. То, что оттуда подорожало, то, что оттуда привозят. Конечно, мы добавляем, то есть то, что мы добавляем. А так, в основном, там есть товар, который со старыми ценами у нас в основном. Правда, хлеб подорожал на 2 рубля. В Сунже до недавнего времени он стоил 18 рублей, хотя в магазе как минимум год его покупают за те же 20 рублей. Соответственно, продавцы сводят это к тому, что цена на муку, соответственно, тоже поднялась. Но в основном в этом магазине идет понижение цены чая. То есть в других магазинах чай стоит 110 рублей, Мариам самый популярный чай, а в этом магазине он стоит 100 рублей. Вот такое соотношение цен мы наблюдаем здесь. Сотрудники администрации Сунжи, горсовет депутатов, общественники, комиссия проверяет в основном оптовые магазины. Свой мониторинг специалисты начали еще неделю назад, поэтому сегодня повторно проверяют те же точки и сравнивают стоимость. В этом мини-маркете, к примеру, почти килограмм сахара подорожал на 5 рублей. Здесь фиксируется повышение цен на сахар, и мы в процентном соотношении будем выводить. Если в процентном соотношении на 10 выше, то уже информацию будем направлять в прокуратуру для принятия соответствующих мер данному торговому магазину. Таким образом, против недобросовестных предпринимателей будут принимать меры административного характера. На многие товары во всех магазинах практически отсутствуют ценники. В связи с тем, что цена не выставлена, мы попросили уточнить в накладной, сколько он стоит сейчас. Сейчас уточним. По-вашему, почему отсутствуют эти ценники? Мы предполагаем, что, возможно, они не успели выставить цены. И, я так полагаю, что связано с повышением. Либо из-за проверок, да? Да, либо из-за проверок. Правда, предприниматели уверяют, не успевают просто менять ценники. Многие жители запасаются продуктами первой необходимости целыми мешками. Хлебом все закупают. Я даже выставила где-то себе запас сделала запас. Да, детям хочется, потому что сама не делаю. Ну, там копейки добавились, но без этого тоже не бывает. Тем более сейчас обстановка такая, что хочешь, не хочешь, он проходится. А даже, может быть, и в принципе не нужно вот эту вот всю создавать панику. Паниковать не стоит, говорят сами же жители. Главное не создавать ажиотаж и не опустошать лишний раз прилавки. Рост цен в Сунже не превышает 10%. Во всяком случае, сегодня подобные факты не замечены. Так у нас в основном вот с такими крупными торговыми точками есть соглашение. То есть мы пришли к общему соглашению, что они не будут завышать такие цены. То есть только максимум до 10%, это максимальное. А так есть точки, которые 5-3% только поднимают. Есть такие точки тоже. Такие массовые проверки проходят по всей Ингушетии. Ответственные лица будут каждый день мониторить ситуацию и предпринимать меры по сдерживанию роста цен. Зелимхан Калоев, Рамзан Зурабов, Новости 24.